Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Для аграриев Якутии наступила горячая пора, посевная кампания. О том, как проводится работа по организации весенне-полевых работ в сельском хозяйстве республики, мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Вячеслав Гаврилев, руководитель Департамента растениеводства, мелиорации и материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха. Вячеслав Владимирович, добрый день. Добрый день. Расскажите, как в этом году сложились погодные условия хотя бы для начала посевной кампании? Для начала посевной кампании были в центральных районах дожди, да? Это нам сильно не помешает. Вначале будут высевать зерновые культуры. Больше 11 тысяч гектаров должны в этом году мы посеять зерновые. Кроме того, кормовые должны посеять на 31 тысячи гектаров. Потом по градации идет картофель 6 тысяч гектаров и овощные культуры открытого грунта, это 1300 гектаров по всей республике. В общей сложности мы должны посеять 51 тысячу гектаров, это больше, чем в прошлом году на 2000 гектаров. Но должны постараться по кормовым усилия сделать, чтобы там и полегче будет, и по гектарам показатели будут полегче осваивать, делать. Плюс еще же вы оставляете под пар какие-то гектары? Да, на пар мы оставляем 7 тысяч гектаров. Это обработка идет, чистая, называется мероприятие поднятия чистых паров. Это обработка в течение лета. По мере возрастания сорной растительности будем проводить вспашку, бронование, чтобы сорные растения уничтожать. Вот вы в начале нашей с вами беседы отметили, что дождь, который вроде как не помешает, но в целом в этом году и зима, и весна получились довольно мягкими. Вот эти какие-то климатические факторы влияют на то, что раньше или позже срока начнутся работы? В прошлом году было очень холодно, и поэтому зерновые посеяли чуть попозже. В этом году, наоборот, хорошо, да? Но работу начали только по посеву зерновых культур только в 3 районах. Это в Амгинском, Усалданском и по городу Якутск. Еще кормовые посевы сделали в Томпонском районе. Более-менее нормально. Таких больших сложностей сельхозники не встретили. Но, тем не менее, площади, которые вы назвали, они довольно-таки большие. Одними руками тут не управишься. Понятно, что будете привлекать технику. А вот обеспечены ли техникой сельхозпроизводители? Да, конечно. Большая роль в этом, в расширении посевных площадей, конечно, на механизацию будет направлена. Да? В течение 3 последних лет мы возобновили работу по приобретению техники на лизинговой основе. Приобретены трактора большой мощности, комбайны и посевные комплексы. Это позволило хозяйствам обновить свой машино-тракторный парк и расширить свои площади. Кроме того, с 2017 года работает подпрограмма кормопроизводства. Это также позволяет аграриям менять свою технику, приобретать трактора, посевные комплексы, сенажное оборудование по этой программе. Кроме того, идет большая работа по восстановлению заброшенных сельхозугодий. Это также идет на расширение кормовых культур, да, посевов кормовых культур, что способствует расширению общей площади посева по всей республике. А с топливом как? Для приобретения топлива муниципалитетам направляются иные субвенции. За счет этих субвенций муниципалитеты предоставляют субсидии аграриям на местах. За счет этих средств хозяйство приобретает горюче-смазочные материалы и другие необходимые товарно-материальные ценности для проведения весенне-полевых работ. Те работы, посевные работы, да, которые я ранее говорил. Вот вы отметили, что в этом году сеем зерновые культуры, отводим определенные площади для того, чтобы были кормовые. А что еще будет в этом году? Что еще посадим?
Ну, посадим, как всегда, картофель. Приобретение семян. Договорная кампания завершилась порядка месяца 2-3 тому назад. Возится извне республики, в том числе семенной материал, да? Мы будем возить где-то больше 300 тонн семенного материала из-за пределов республики. Эта работа сейчас проводится. Кроме того, по всей республике есть семеноводческие хозяйства. Их больших, крупных, порядка 3-5 хозяйств. Они также будут реализовывать свой семенной материал, который они произвели в прошлом году. И хорошими темпами идет вот это договорное, приобретение семенного материала, хозяйства готовы. Сейчас вот на данный момент идет отбор так называемых получателей субсидий, да, и хозяйства будут при приобретении семенного материала получать государственную поддержку. А у нас же в республике есть свой семенной запас. Как Да. мы работаем с институтами сельского хозяйства? Институт сельского хозяйства, да, он является оригинатором семенного материала, именно местного. По картофелю они семена делают, по зерновым культурам, по многолетним кормовым культурам. В прошлом году также была профинансирована с государственного бюджета размножение вот этих оригинальных семян. И вот эти семена потом по цепочке передается семеноводческим хозяйствам, которые также размножают семена, чтобы внутри республики был свой семенной материал. А если мы говорим о завозном материале, это что, Амурская область? Да, Амурская область, Тюмень есть еще, Иркутск есть. То, что к нам поближе, Да, получается. поближе, по логистике, которая доступна, чтобы больших затрат не было в логистике. Какие меры поддержки предусмотрены для аграриев в этом году? Те, которые я вот ранее говорил, это поддержка на гектар, так называемый, это на приобретение ГСМ, зарплату, это поставки идет на 1 гектар посева культур, зерновых, овощных и картофеля. Да? По подпрограмме кормопроизводства есть отдельное мероприятие. В этом году 100 миллионов было предусмотрено муниципалитетом. Средства доставлены. Муниципалитеты, в свою очередь, также будут предоставлять субсидии на приобретение семенного материала, кормовых культур, приобретение техники, строительство изгороди, восстановление сельхозугодий и еще там по мелочи там строительство сеновала, силосных траншей, навесов для техники. Это нововведение, да, такого еще не было в предыдущих годах. Кроме того, в этом году большой задел мы сделали, заявившись Министерство России на приобретение поливных систем, да, по всей республике было заявлено приобретение растительных систем на 900 гектарах. Это больше, порядка 100 миллионов будет профинансирование с федерального бюджета, 50 на 50. 50% сами хозяйства должны будут затратить, и плюс к этому будет 50% с федерального бюджета. Словом, ресурсов для бесперебойной работы у нас в этом сезоне достаточно. Да, вполне достаточно. Еще, кроме этого, хотелось бы еще дальше, чтобы было финансирование строительства овощехранилищ, зерноскладов. Сеть зерноскладов построена в Амгинском улусе, Усалданском улусе, Хангаласском улусе начали финансирование. Также были построены зерносклады в Алекминском улусе, еще профинансировано в Сунтарском улусе. Кроме того, также на следующий год мы попросили сейчас правительство также продолжить работу по финансированию зерноскладов и овощехранилищ.
Ну, не могу и не спросить про риски. Что может повлиять на ход весенне-полевых работ и как будем минимизировать последствия? Ну, в силу того, что финансирование идет с российского бюджета, да, с Министерства Российской Федерации, в прошлом году было предоставлено субсидий на 1 миллион рублей на страхование урожая сельхозкультур, так называемый, да. А в текущем году чуть увеличили. В этом году мы планируем профинансировать страхование урожая на 1,5 миллиона. Мгм. Хорошо. Вячеслав Владимирович, последний вопрос. Какие новые технологии или методы земледелия внедряются у нас в республике для повышения урожайности в условиях мерзлоты? Ну вот то, что я вот раньше сказал, да, вот финансирование именно проведения гидромелиоративных работ, это вот поливальные системы, которые я ранее говорил, 900 гектаров по всей республике мы планируем профинансировать. И еще хотим в текущем году возобновить работу 100 гектаров поливальной системы, которую мы раньше приобрели, ну, профинансировали, да, с республиканского бюджета, но ввиду того, что там были сложности, ну, чисто технические сложности, она простаивала, и в этом году мы уже возобновим работу этой системы, что позволит хозяйству выращивать сочные корма, увеличить сочные корма, тем самым удешевив корма для производства молока. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня, поделились такой важной информацией как раз в период весенне-полевых работ. Желаем успешного выполнения поставленных задач. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.